В 2018 году в регионе запущено 2 крупных завода по производству алюминиевых профилей и завод по производству сухих строительных смесей. Начнем с Алиюрта. Завод «Реак» выпускает офисные перегородки, фасадные системы, алюминиевый профиль под мебель и окна. Производственная мощность 300 тонн профиля в месяц. В смену же здесь производят до 6 тонн готовой продукции. Объект построен по госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. Заготовка попадает на гильотину, отрезается в нужный размер и подается на экструдер. В экструдере уже предварительно установлена матрица нужной конфигурации. После того, как заготовка попадает в экструдер, начинается процесс экструдирования, то есть продавливание алюминия через матрицу нужной конфигурации. Прошлой весной в промзоне Карабулака запустили и завод по производству сухих строительных смесей компании «ТИМ». Для местных жителей новый завод – это еще и возможность трудоустроиться. Здесь создано более 50 рабочих мест. Основные виды продукции, которые будут выпускаться на этом заводе, это штукатурки, клея. Это клея для плиток, для керамогранита, клея для теплоизоляции, шпаклевки, полы, наливные, стяжки. Еще одна гордость региона – завод по производству полимерных труб, который выпускает около 50 тонн продукции разного диаметра. Гарантия службы почти полвека, потому и используют их как для водоснабжения, так и в газовой промышленности. С момента открытия завода прошло всего несколько лет, но оно сумело в условиях экономических проблем и реальной конкуренции увеличить объемы производства до 7 тысяч тонн сырья в год. В настоящее время фирма «Техстрой» сотрудничает с несколькими крупными компаниями со всего СКФО. Наша продукция реализуется как на территории республики, так и Чеченской республики, Дагестан, Осетия, соответственно, Ставрополь, Краснодар, Ростов. Ну, их перечислить очень много, потому что весь СКФО мы, в принципе, уже обеспечиваем нашу продукцию. Промзона Карабулака представлена целым рядом строящихся и запущенных промышленных объектов. Его пополнил и завод по производству отопительных радиаторов. Аналогов предприятию по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления еврокачества нет на территории СКФО, а помогают рабочим промышленные роботы. Объект обеспечил рабочими местами порядка 110 человек. Отопительные радиаторы на заводе АТМ производят по итальянской технологии. Ее преимуществом является легкость, небольшие размеры, высокое рабочее давление, которое достигает 105 градусов по Цельсию. Перед тем, как радиаторы отправить на рынок, они проходят 5, а то и 6 проверок. Мы находимся в покрасочном цеху. Здесь на радиаторе проходят предварительную обработку. И сейчас, вот вы видите, опускаются они на порезную ванну, проходят грунтовку. После этого они просушиваются и дальше по конвейеру идут на покраску. Это покрытие не все производители используют. Это увеличивает срок службы радиаторов. Это спецзаказчики, да? Да, вот эти секции, трехсекционные радиаторы, это у нас спецзаказ, мы делаем индивидуально под заказчика своего. Мы делаем 2 вида, это алюминий и биметалл. 2 разных радиатора. Биметальные радиаторы, они в основном используются для высокого давления, для многоэтажных зданий. Алюминиевый мы используем в быту, да, 1, 2, 3 этажа. По федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Ингушетии» в регионе построено 136 объектов. И это не предел. На промышленных площадках в ближайших планах и строительство завода алюминиевых сплавов «Реал». Соглашение достигнуто в ходе инвестиционного форума Сочи-2019. Предприятие станет поставщиком сырья для республиканского завода по производству алюминиевых профилей «Реак» и завода по производству радиаторов отопления АТМ. Новости 24.